Детство было у меня достаточно разнообразное. Вот, я была подвижным ребенком, мне нравилось бегать с ребятами по гаражам, играть в догонялки, еще какие-то прятки, казаки-разбойники. Детство я вспоминаю на самом деле сейчас очень часто, потому что я вижу сейчас, как подростки чем занимаются. Это только сидят за компьютером, в ноутбуках, еще что-то, играются и не более. И очень жалко, что наше то время было именно подвижным, нежели чем сейчас. Вот, училась я, ну как училась, конечно, я прогуливала школу, мне нравилось гулять, забавляться, еще что-то, ну как-то так. Я пришла в манеж, он 30 метров. То есть, как бы я до сих пор, в принципе, я там и тренируюсь. Дорожка там, она не Монда, не крошка, это листы, как вот обычные черные, знаете, вот старые-старые, вот такое покрытие у нас там лежит. Ощущение было, ой, манеж, вираж, что это такое? Я бегала спринт, я прыгала в высоту, я прыгала раньше в длину, то есть даже иногда мне приходилось метать копье. Вот, я так могла что-либо себя, где-либо себя показать. Вот, но когда приехал мой тренер, который сейчас нынешний, да, вот, мы начали плодотворно заниматься спринтом, после чего, как бы, мы поняли, что лучше все-таки прыгать, и это будет достаточно для меня плодотворно все, как бы, ну, и медали будут в прыжках, как он сказал. Вот. Но я не особо горела желанием прыгать тройным, на самом деле. Я боялась, как огня. Думаю, что это такое? Нет, прям ходила, ныла, ему на мозг капала. Но ничего, потом мы, в принципе, собрались с мыслью, что как бы это действительно нам нужно, у меня получается, я могу прыгать далеко. Вот. Ну и все, и начали прыгать тройным, и за это ему спасибо, что он меня перевел, и складывается... Пока все хорошо. Мне кажется, каждый старт, я имею в виду, да, международный какой-то чемпионат мира, универсиада, чемпионат Европы, это значимые какие-то медали, это частичка меня, моих трудов. То есть для меня они все запоминающиеся, и каждая медаль, она несет свою какую-то историю. А первую медаль можешь? О, нет, наверное. Самую маленькую, когда в детстве. Ну да, наверное, она у меня есть. Это я бежала спринт тогда, 60 метров вроде. Она, помню, прям вот такая малюсенькая. Но я прям так за гордяк пришла домой. У меня медаль. И все, ой, ну все, звезда. Папа, он меня постоянно, когда что-то прыгну, там, сколько прыгнула, там, ну, к примеру, да, вообще, там, 6,50, ой, что-то мало. Ну, то есть вот такие моменты, как бы, я говорю, пап, ну, как бы, что значит мало? У меня еще пока есть время набрать форму. Не-не-не, мало. Или там выиграла, сколько она прыгала? 14,60. Ой, что-то как-то еще до 15, когда он и пешком. Они болеют как бы так же, как и мама, в принципе, да, за меня. То есть сидят там и ждут, пока я там позвоню им или еще что-то, дам весточку какую-то, что либо я выиграла, либо какой результат. И то есть они с нетерпением ждут, безусловно. Они как бы, да, моя вся родня, у меня муж как бы, то есть тоже болеет.
Это мне в Москве, в общем, доктор показал, что как можно, в принципе, разбивать, как бы, ну, комочки, мышцы, как бы ты начинаешь вот разбивать, так скажем, готовиться к хорошей тренировке, разминке. Вот эта лента, обычная резиновая лента, просто как бы натяжка вот идет, там можно тоже также размять заднюю поверхность бедра, стопу, как бы. Вот эта небольшая штука, также она разбивает комки, очень удобно, это с эбонита сделано, то есть шикарно. Но это валик, можно катать, ну, как бы спину, когда спина забита, также передние, задние, то есть на самом деле эти штуки очень удобные, даже не только спортсмены их приобретают, но обычные люди, кто страдает там каким-то артрозом, еще чем-то, там спина, шея, то есть вообще валик это на самом деле вообще крутая вещь, и я советую приобрести многим людям, даже не спортсменам. В Сокольниках в Москве я купила, так скажем, у доктора, он сам эти штуки делает и, ну, как бы продает спортсменам. На самом деле это очень удобно. То есть, как бы, есть свои люди, которые могут... Ну, вот я, допустим, покупала не только для себя, еще покупала, как бы, там, своим знакомым. У них они тоже страдают, как бы, ну, там, заболеваниями, да, разными. И, то есть, достаточно очень хорошо помогает. Отпускает, там, спазмы какие-то, еще что-то. Есть приметы, да, я верю, безусловно. Я не верю в то, что там пройдет кошка, перебежал дорогу, все плохо, черная полоса и так далее. Там пройти через какого-то там вот такую козла там или что-то, ну, там вышки вот эти стоят, все, это плохо. У меня такого нет. Единственное, что я перед стартом всегда обязательно хожу в церковь, я ставлю свечки. Мне комфортно находиться в церкви, просто даже посидеть. Вот, ну, настраиваюсь, ну, безусловно, каждый, да, спортсмен настраивается по-своему, сидит, к примеру, там в номере, либо дома у себя, да, кто где, ну, понятно, по факту, по месту, да, если дома проходит соревнование, ты сидишь дома. У меня это происходит в основном, это в гостиницах, да, в номерах. Я могу, в принципе, спокойно поставить свечку, почитать какие-то молитвы, попросить, чтобы там этот старт прошел без травмы и благополучно для меня. Но ни в коем случае, приходя, если вдруг где-то что-то, какая-то неудача, я не буду винить кого-то, я буду винить только себя и говорить, что в первую очередь проиграла я, а не кто-либо другой. Мне кто-то не помог свыше или... Ну, в жизни всякое бывает, это жизнь, то есть сегодня ты в фаворе, завтра нет. Этот вид, на самом деле, достаточно сложный вид. Ну, это, как бы, конечно же, мое мнение. Ну, и я надеюсь, что многие с этим согласятся, что не каждый будет прыгать тройным и убивать свои колени и все остальное, стопы, спину и так далее. Ну, там, конечно же, есть присутствие так же, как и в длине разбег. Это скачок, шаг и прыжок. Вот, ну, как я могу сказать особенность? Просто для меня он, ну, и для всех, как бы, ну, для многих он сложный вид. И не каждый просто придет и прыгнет, как, например, просто встать и пробежать, да, 60 метров. То есть есть разница. У меня болят стопы, колени, задние летят. То есть это, ну, это тяжело на самом деле. И с этим мы боремся, мы прокачиваем, закачиваем все по крупиночке собираем, чтобы не расползтись на половину разбега. У меня как бы хобби это одно, да, это моя работа, это моя жизнь, это спорт, да, на первом месте, это вне конкуренции.
Собираю я монеты, деньги. Не знаю почему, как-то это мне передалось, наверное, от папы. Однажды я смотрю, у него в кружечке там и монеты огромные. Я такой, папа, что такое еще маленькое? Подхожу, это монеты. Я такой, понятно. И почему-то вот я буквально недавно их начала собирать, на самом деле. А спросил, да, про крестик вышивания. В Волгограде вот сейчас я приехала 10 числа и 12 числа января вот я купила себе картину. Она из страз, ее надо лепить. И на этой картине должен быть Николай Чудотворец. И то есть я понимаю, что я ее буду сама собирать. Ну вот, я пока ее оставила, чтобы не везти сюда на несколько дней, я оставила ее в Москве. И приеду, я обязательно буду этим заниматься. Начало положено, уже низ собран.